Есть история, у нас нет времени углубляться в нее. Это история между имамом Аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбалем, еще одним великим имамом. Ахмад ибн Ханбаль тоже был своего рода удивительным человеком. И также есть история о его матери, как она привила адаб в его жизнь. Но мы говорим о случае с имамом Шафии, который был учителем имама Ахмада ибн Ханбаля. Есть различные версии, кто кого посетил, но одна из версий — это история о том, что когда имам Аш-Шафии стал взрослым, Ахмад ибн Ханбаль, будучи его студентом, сам стал большим ученым. И однажды имам Шафии отправил ему сообщение: «Послушай, ты уже стал большим ученым. Я долго тебя не видел. Хотелось бы тебя увидеть». Имам Ахмад же, будучи весьма занятым, все же нашел свободное время и сказал: «Да, я понимаю, прошло уже очень много времени, как мы не виделись. Ты мой шейх, мой учитель. Я должен посетить тебя и увидеть». Так они определили время встречи. Он приехал посетить имама Аш-Шафии, и имам Шафии покинул свое селение и направился со всеми своими студентами к окрестностям, чтобы встретить своего уникального ученика, который стал выдающимся ученым того времени. В общем, имам Ахмад остался и жил в доме имама Аш-Шафии пару дней как гость. Дочь имама Аш-Шафии приготовила еду. Она приготовила, он поел. Затем ему показали его комнату для ночлега. Имам Шафии у себя дома все время хвалил имама Ахмада: «Это мой превосходный ученик. Он стал выдающимся ученым своего времени. Я очень горжусь своим учеником». Он и дочери сказал обо всем этом. После утреннего намаза, когда они все пришли домой, дочь имама Аш-Шафии сказала: «Отец, ты так хвалил своего ученика, но я бы не возводила его на такой уровень. По-моему, ты ошибся». Он спросил: «Почему?» Она же ответила: «У меня 3 обстоятельства. Первое, он много ест. Я не видела никого, кто ест так много. Великие люди не едят так много. Второе, я приготовила ему место спать, положила рядом сосуд с водой, чтобы он встал ночью на тахаджуд намаз. Затем, когда вы ушли на утреннюю молитву в мечеть, я увидела, что вода не тронута, он даже не совершил тахаджуд намаз. И третье, так он даже не сделал малое омовение для утренней молитвы. Как же ты утверждаешь, что он великий имам?» После утренней молитвы имам Аш-Шафии говорит имам Ахмаду: «Что с тобой? Я в тебе не сомневаюсь, но что-то моя дочь жалуется на тебя». Имам Ахмад ответил: «Дело вот в чем. Первое – это еда. Я никогда в своей жизни не ел такой благодатной еды. Кажется, что тот, кто готовил эту еду, читал Коран, потому что столько света в этой еде. И именно потому, что эта еда стала благодатная, я и съел все, хотя обычно я ем совсем мало. Второе, из-за благодати этой еды я не спал всю ночь, и мне не нужно было использовать эту воду. Я не совершил тахаджуд намаз, потому что всю ночь извлекал правила и нормы ислама из Корана и Сунны. Благодаря благодати этой пищи они просто приходили мне на ум. Просто благодать этой еды открыла мне сердце и разум. И третье, я не сделал малое омовение, потому что утреннюю молитву я совершил еще с ночным омовением». После чего имам Аш-Шафии сказал: «Вот видишь, дочь, это и есть причина. А ведь еда была приготовлена дочкой. Это была дочь имама Аш-Шафии, которая приготовила еду с поминанием Аллаха». Это оказывает воздействие. Опять-таки, от матери зависит очень многое. Матери должны думать о том, как дать воспитание ребенку еще с младенчества.